Ну вот есть люди, которые тяжело, да, вот общаешься, и с ним тяжело. И чувствуешь, что какое-то угнетение происходит. А есть люди, которые, ну, вот настолько притягательны, что хочешь общаться, общаться. И вот как-то так. Но когда ты не знаешь вообще человека, буквально там полчаса, и это все понятно. Нет, серьезно. И что самое интересное, что как будто бы не надо тратить время на это, да? Да, да. И думаешь, Годы жизни. Там. быстрее бы ушел, я достал мне. А если это хороший заказчик? Нет, ну, заказчик там совсем другой. Мы же не говорим о каких-то вещах, да? А чисто выгодный, ну, то есть для меня это хорошо. Вот он хочет что-то приобрести, а мне не важно, кто он такой, какой он из себя. Он буквально через полчаса уйдет, и все. Слушайте, а разве нет разницы, у какого человека будет ваша работа? Ну, дело в том, что он же ко мне приходит не просто так. Там не салонная работа, во-первых, правильно? И надо понимать такое искусство, чтобы ее приобрести. И немало денег стоит, во-первых. Вот, если человек это делает, значит, он осознанно, и он будет ее, как, я не знаю, дорогую вещь ценить. Он просто так не придет. А плохой человек может быть поклонником вашего искусства? Ну, они критикуют и ругаются иногда. Почему вы так работаете? Зачем вы это делаете? Я говорю, я извиняюсь, это моя позиция, я художник, я имею право. А вот нет, вы должны так делать. Ну тогда идите учите других. Всегда есть такой спор, когда говорят, что искусство, живопись, ну что-то высокое, оно человека воспитывает и делает его хорошим. Но также есть такое мнение, что вот эти все там условные фашисты, они были ценителями Да, высокого, да, культуры, это не музыки, имеет картин. значения. Да. Как вы объясняете для себя это? Вот Но почему так происходит? искусство, я не думаю, там, какой есть человек. Вот, он действует на человека, неважно, какой он на самом деле. Есть развитый человек, есть неразвитый человек, который понимает, ну вот возьмите обычно идущего какого-то человека, да? Я могу маленький момент сказать, когда у меня покупали работы, а сидел рядом другой человек, мой родственник. И он сказал, говорит, а за что тебе это деньги дали? Я говорю, а вот они купили, вы же видели, как они покупают. А он говорит, если я бы шел, я бы, если бы он лежал на полу, я бы ногой отодвинул и пошел бы дальше. Это он так воспринимает искусство. То есть ему, ну, искусство в чем может быть для него? Вот хорошая музыка народная, да? Ну, скажем, мы татары, да, там, например, любят, когда старинная красивая музыка. А когда что-то ему непонятно, он так и говорит, я, говорит, я это не понимаю, и мне это не надо. Вот. А кто ценит, это как, ну, грубо сказать, как наркоман. Как вы себя ощущаете среди родственников? Это больше понимание, принятие или вы как-то выделяетесь на этом фоне? Ну, годами это как уже уважение к тебе, ты вот, ну, скажем. А если в общем взять, то родственники, они, ну, даже если вот я возьму жену свою, да, вот 50 лет мы с ней уже живем, и вот она, я спрашиваю, Ава, говорю, как тебе нравится, потому что я остановиться не могу, ты скажи, это как тебе, что, вот она как дилетант говорит, Рамазан, говорит, мне очень нравится, а я знаю, ты ее испортишь.
ну, я не удовлетворенный, да, еще вот хочется там что-то добавить. А если добавил там это кусочек мозга, он за собой несет все остальное. То есть ты там, и там, и там. И вот это самый момент, это вот у меня в мастерской творится. Потому что некому это подсказать. А дома это вот жена была всегда идеальна, когда у меня мастерская была, я обязательно приглашаю ее к себе в мастерскую и показываю. Скажи честно только, стоит ли мне продолжать? Она говорит, Рамазан, хватит, все, я останавливаюсь. То есть это вот, она не понимая, то есть видит, что видит. Но глубину этого, она говорит, очень красиво. То есть на слои разложить она не может. Да, нет, там дальше она не... То есть она что видит глазами, воспринимает, вот, да, это красиво, а сюжет ее не волнует. Какой сюжет? Главное, что это ее удовлетворяет. То есть картина должна быть, мне кажется, из картины исходить что-то такое, которое зритель не понимает даже. Он поймет, что это же хорошо. Вот меня эта картина притягивает, мне от этого хорошо. Мне радостно или наоборот как-то, знаете. А когда она пустая, как кусок бумаги, да, это печально. Ну, смотрите, ну вы же закладываете смысл в картину. Если вы этот смысл, если человек этот смысл не понимает, а оценивает просто, скажем так, оболочку на уровне нравится, не нравится, вас же тоже это не должно, ну, как бы, вас это устраивает? Что Но не есть, считывают вас, как ваш замысел? но есть вещи, которые меня не устраивают при любых ситуациях. Если даже скажут, это хорошо, но я чувствую, что я не дошел до самого момента, когда я сказал, все, хватит, это я положил кисти, и все, на этом закончил картину. Это тоже бывает. Я как бы не обращаю внимания, как бы мне ни сказали. Вот. Но зритель, всякие они, кто-то очень критикует, кто-то скажет, а что за мазня такая, а что это такое, что здесь нарисовано, я не понимаю. Вот. Я просто с этими людьми просто уже не общаюсь. Ну, как, в смысле, общаюсь, Не но углубляясь. да, я просто чувствую, что с ним не стоит дальше продолжать это. Как-то так. Ну, это получается неприятие ваше? Вы, может быть, вам человек действительно по делу говорит, а вы как-то Но закрываете я себя? же знаю, что я делаю. Если я бы хотел от него узнать, как от какого-то профессионала, да, тогда я понимаю. Но когда человек, ну, такой, который далек от этого далеко, да, и он хочет что-то мне подсказать, а подскажет такое, что, ну, то есть я не могу словами подобрать, как это он подсказывает. То есть я понимаю, что это настолько тупо. Вообще не понимаю, да, Да, человек? человек не понимает, и я говорю, да, спасибо, я вас понял, и на этом все. То есть вежливый отказ такой. А авторитет есть у вас, с которым вы считаетесь, с мнением которого вы считаетесь? В смысле художник? Ну, вообще, Других вот художников? человек, который скажет, Рамазан, ну вот здесь ты вот Да, на вашем языке. да, есть, но это люди, которые, эти профессионалы. Профессионалы и большого такого плана, планка большая. Вот. Если эти люди говорят, они не говорят, вот ты там вместо 5 пальцев 6 пальцев сделал. Они в общем говорят. Они Не говорят, форма, а смысл, да? да, вот Рамазан, у тебя в картине есть какая-то вот, ну, скажем, грязные моменты, но в живописи говорят, когда ты тоном плохо работаешь, это грязь. А когда ты четко выдерживаешь вот эту ситуацию, тон, цвет, отношения цветовые и композиционные, то это хорошо. А если это не выдержал, ну, это мыло. Ну, по-нашему.
Но он так и говорит. Ты сделал мыло. Ну, то есть все расплывчато, все это неприятно, грязно, мутно. Вот. Вытащи. Главное, чтобы смысл во всех этих самых образ, который ты создаешь, ты его должен делать большим акцентом. Этот акцент должен всю картину держать. Ну, при том, что это тоже мыло может кому-то понравиться, да? Да, ну, естественно, ну, это же в первую очередь ты самому себе должен доказать. Это не для зрителя это делается, а в первую очередь самому себе, а потом вторая часть – это уже зритель. Это я получаю от этого, ну, не знаю, энергию зрительскую такую, знаете, если это положительное, особенно на каких-то, особенно на персональных выставках. Хотя на персональных выставках есть моменты, когда, ну, не все люди искренни. Они говорят, ой, как хорошо, как... а на самом деле он думает о другом. Вот. Ну, это часто такое бывает, потому что это же, как бы я сделал выставку, и меня должны похвалить. Это тоже нехорошо. Ну, а если ругают, тоже не очень же. Нет, это должно быть искренне. Не в смысле ругать, а вот есть же критика во всех. В литературе, в кино есть критики. Они говорят то, что видят как профессионалы. Вот. Если эти критики, как шаблон, всех подряд говорят, ой, какой хороший художник, ой, какой хороший художник, то это непонятно, что это такое вообще. Что имели в виду? Да, что за... Кто из нас кто есть, из художников, значит, все они хорошие. Ну, критерии какие-то должны быть, да? Вот это он самодеятельный, кто-то любитель, кто-то очень профессионал. Как-то так. Говоря про родственные отношения, вот как бы такую обратную связь, вы сказали про жену, как бы, ну, при всем уважении, как бы, жену я не считаю родственницей. Но жена это как бы уже как будто что-то большее. Ну, жена это жена, да. Да, а родственники это там двоюродные, какие-то Ну, родные, да. там вот это вот. Ну, сын там, например, брат, сестра моя. Ну, это прям ближайший круг. Да, они чужие. вообще к этому никакого, они, ну, то есть уважают ко мне, с уважением Ну, относятся. потому что вы реализовались. Да. Ну, а уровень То есть вашего творчества? они смотрят на мои достижения. Если я получил там заслуженную или какое-то лауреатство получил, то они восхищаются и гордятся. А то, что я делаю, они, может быть, они привыкли к этому, что уже знают, что... Не чувствуете вот в этом плане одиночества, что нету вот такого, Я знаете, не диалога нету с близкими А людьми? у нас, у художников, есть с кем диалог, знаете, то есть даже избытки. Серьезно. Хватает, да? Да, иногда хочется одиночества. В каком смысле? Вот как мастерская, вот сидеть, картина и я. Все. А общение это достаточно. И иногда это даже надоедает. А вот вы в своих годах, в своем возрасте, вы вот это осознаете, что тяжесть жизни, она есть у каждого человека вообще? Есть. Есть, но он может не говорить его. Но он сам знает, где тяжесть, где легко, где... Я не думаю, что каждый человек так всю жизнь легко проживает. Абсолютно есть и черная полоса, и белая полоса. Всегда это... Ну, мы живые люди. И поэтому тяжесть может быть от того, что человек не может найти себя в первую очередь. Если он, ну, как сказать, вот есть люди, которые родился воспитывать детей. Это его как бы жизненная позиция. Ну, да? Он призвание, вот такой, наверное, да, или что? Ну, он так, вот такой. Вот. Он другое не понимает. Есть врач, он стал профессором. И вот
у него цель есть, скажем, у этого врача, если он истинный врач. Или же там, вот художник, да? То есть, если он пишет ради того, чтобы сказать, я тоже умею писать, а потом бросил через 2-3 месяца, подошел опять какую-то картинку писать, потому что это труд очень, ну, как вам сказать, это морально и духовно, вот это труд очень мощный. Если этот труд не будет, то и цели никаких, то есть продвижения, ну, чего-то достичь, это невозможно. Поэтому в любом виде есть большие тяжести. Ну, что ты выбрал, то и А вы врача ставите на один уровень с художником? ставлю. Потому что он лечит людей, да, врач? Буквально. Художник духовно лечит. Он доставляет какую-то радость, какое-то воспоминание. Если он увидел какую-то картину, он может вспомнить что-то такое, которое что-то было в жизни у него, у этого человека. И он даже до слез может дойти до вот это, то есть картину довести до такого состояния. Вот. Это тоже, если я помню, был момент, когда с Голландии человек, он приобрел картину, и вот он через 3 года снова приехал сюда, а у меня картина связана была с ребенком, семья. А он женат, и 9 лет у них не было детей. Рамазан говорит, я, говорит, не знаю, это совпадение или что, когда я повесил эту картину, у меня через год родился ребенок, а 9 лет не было. То есть он как на икону смотрел, как будто, то есть вот это, представил, что эта картина дала ему вот это. Да, я представляю, какую ценность он в этом видит. Да, вот может быть картина никакого значения в этом не имеет, да? Но человек сам придумал вот это для себя позицию, или как это назвать, то, что эта картина помогла вот, сделать как бы. Человек, наверное, так устроен, мы везде пытаемся видеть знаки и признаки, да, вот приметы, там, Да, человечество да, всегда да. ассоциируется что-то с чем-то. Да, вот то же самое, картину женщина с Швейцарии, когда приобретала, она увидела в картине, то есть она очень сильно долго меня уговаривала, я его не продавал. Она говорит, я, когда смотрю на вашу картину, мне, говорит, становится очень хорошо, как будто я вылечиваюсь, понимаете? И картина была большая. И она говорит, я, прежде чем купить эту работу, я неделю ходила на выставку каждый день и стояла возле этой работы. И я чувствовал, что она как бы меня. Ну, то есть это человек сама себя внушает, что-то создает, то есть организм работает как бы и. Ну, картина помогает в этом. То есть ей становится хорошо от этого. То есть как врач получается. Ну, врач может вылечить дурака, а дурак картинами навряд ли вылечится. Не знаю. Ну да, но это же не для всех. Не для всех. Дурак действительно он. Его невозможно вылечить никому. Все-таки 40 лет в Самарканде жил, ну, то есть в Узбекистане жил, полжизни. Оттуда. Да. Это фрагмент. Ну, в принципе, это целая картина должна быть. Это фрагмент. Это вот город Самарканд, ему 3000 лет, ровесник Рима, да? И когда справляли в 69 году, Самарканду было 2750 лет. И до этого город Афрасиаб, ну это городище, это под землей, раскопки делали и нашли сагдийскую роспись. Ну,
еще эпоха Александра Македонского жили такие народности сагдийцы. Да? Слышали? Ну, Согдиана вот. Сагдиана, да. Вот, поэтому это фрагмент из этой росписи. То есть это послы, ну, они несут дар другому государству, да. Это как бы главный посол, а здесь еще должны двое, как бы. Это триптих, Там. получается, у вас? Или Это триптих. У меня он был, я как бы в другом варианте ее сделал, но сейчас ее в Нью-Йорке, это работа у какого-то коллекционера. Ну, ну, в смысле, другие части вы имеете в виду? А она была полный комплект. Сейчас в телефоне он есть, и, может, посмотрите, если я найду, конечно, это часть, маленькая часть из большой росписи. А роспись очень большая. И потом ее сделали какой-то, укрепили, увезли в Эрмитаж. 2 с лишним тысячи лет пролежала под землей. Представляете? Роспись. Это саманная стена, а ее нельзя было даже пальцем тронуть, потому что все сыпался. А в конце концов смогли укрепить, и как перевезли это все, я не знаю. Так, это сейчас. А вот. Да что такое? Сейчас, если здесь есть, то... Там картина. Ага, все нормально. Так, это правильно? Да, вот так вот. Вот такая картина. А может на мольберт, или она не залезет? Залез? Давайте ее. Это все меня волнует мой переезд в Крым. Да. И вот так, колесница так называется. Это моя муза летает. Между прочим, здесь тоже, если так внимательно смотреть, 2 фигуры здесь. А у вас муза летит. Ну, муза летит наверху. Я понял. Да, у вас муза летит в другую сторону, чем куда едет колесница. А это не важно. Это не важно, да? Движение, понимаете, вот в одну сторону. Динамик. Да, динамика. Это Муза может, она вылетит откуда угодно, куда я еду, например, да? А это у вас там, я так понимаю, автопортрет ваш? А это да, я сижу. Ну, что-то на Иисуса больше похоже. Ну, да. Это интересно. Вот вы говорите, что вас волнует переезд. Мы с вами в прошлый раз, когда записывались, мы с вами немножко про это поговорили, но я понимаю, что эта тема очень большая. И спустя столько лет жизни и в Крыму, и в Узбекистане, оглядываясь вот на этот период жизни, вы уже чувствуете себя здесь так, как чувствовали себя там? Ну, сейчас да. Потому что вот сколько, 32 года, 33 года. Ну, я думаю, что тем более это уже сознательный образ жизни. А в Узбекистане там, ну, как бы там ни было, до 17-18 лет это такая юношеская жизнь, которая, ну, все до лампочки. Вот. А здесь уже полностью сознательно, и ты что делаешь, ты знаешь, что делаешь. И поэтому я говорю, то есть друзья, хорошие друзья, потому что друзей много не бывает. Там много друзей остались в Узбекистане, талантливые художники, можно сказать, с юных лет вместе работали, начинали свою деятельность, кто-то кому-то как бы как спортсмены на перегонки. Соперничество. Да, соперничество, да. Вот. Это, это амбиция. И здесь то же самое происходит.
У нас прекрасные художники, ну, сильные художники тянутся к сильным художникам, если вы Ну, понимаете, да. вам есть с кем соревноваться? Есть, Здесь? есть. Это не только здесь, по всему Крыму. Ну, да. Да, я имею в виду Симферополь, Севастополь и другие. А вне Крыма вы Тоже, конкурируете тоже, с мировыми? конечно, тоже. Раньше было с Украиной, сейчас с Россией. Не, ну а еще дальше? Вы следите за вот этими трендами? Дальше это мимолетное такое. Дальше это когда ты где-то выставился, ну, и все, тебя забыли, да? А здесь этот процесс постоянно происходит, тебя как бы знают, и ты как бы в действии таком творческом. А там, скажем, за 10 лет раз или 5 лет раз какая-то выставка, но она потом все сглаживает, все уходит. Ну, это происходит. Вот я и в Дубаях, и Абу-Даби, Шанхае делал выставки. Ну, они же не помнят. Было Ну, не когда-то. помню, потому что вы не постоянно там присутствуете. Если бы вы там Да. жили, наверное, было по-другому. Да, но в том-то и дело. Ну, как бы там ни было, все-таки у нас вот содружество несколько художников в Крыму, где мы очень сильно друг друга поддерживаем, и у нас вот очень близкие вот эти творческие отношения. То есть мы, если картины выставляем вместе, группа какая-то, то здесь нету там, чтобы кто-то вылетал из этой группы. Я понимаю, да. Да. Все как бы объединенные в одно творческое, вот как такое А вот единство. объединение не может быть разрушительным? Если кто-то попадает, Кто-то не дотягивает, кто-то да, наоборот в он авангарде. автоматически уходит сам. А, то есть это такой Да. организм, да, живой? Да, это вот у нас есть такое объединение. Вот костяк, он так и есть. Он до сих пор, это сколько лет уже, лет 10, лет 10 этому объединению. И многие художники не выдерживают вот это все и просто уходят. Или же они не успевают, там очень напряженно все, надо работать. А другие художники, они как? Как я уже говорил, они написали там одну картинку, и через полгода, может быть, еще одну напишут. А здесь надо работать. Ну, это не художники в в вашем понимании. Ну, а он, может, хороший художник, но он считает, что, ну, он так говорит, ну, если картину не заказали, зачем я должен писать? Просто так я не буду писать. Я должен его реализовать, вот тогда я буду писать. А если нет, значит нет. Но есть такие художники, которые ради, наверное, денег. Ну, это же не деньги не так уж плохо, да? Вы же не стесняетесь этого? Деньги это потому что это стимул. Мы без денег ничего, потому что и профессиональные художники, они живут на... Ну, это же реализация, это нормально. Ну, жизнь не сладкая, я скажу. Потому что мы же не картошку продаем. Понимаете? Это на человека-любителя, который решил приобрести, а когда такой человек объявится, неизвестно. И поэтому художник, он весь в работе, но иногда нужны деньги, краски купить, материалы, семью Окно содержать. поставить. М? Окно поставить дома. Окно поставить, да. Машину купить хочется, да, например. Ну, образно, к примеру. Это я много что говорю. Вот. И
в надежде, когда придет этот покупатель, это очень сложно. Ну вот поэтому мы стараемся себя больше рекламировать. И с каких-то выставок что-то приобретается. Ну, не так просто, но, как говорится, художник, он или с деньгами, или вообще ни с чем. А вы когда-нибудь жалели о том, что вы выбрали этот путь художника? Нет, никогда. Я бы снова бы стал художником. Прошли бы весь путь этот. Да, никогда. И таскали бы все эти камни, которые вы таскали. Нет, то, что дом строил, Ну, это же часть жизни нет, это художника. я думаю, что это не всем нравится. Да, да, это нет, это жизненные обстоятельства, так получилось. Я в жизни никогда не думал, что я когда-нибудь дом построю. Я, во-первых, не специалист по этим делам, а стал специалистом. Я и мог и кладку делать, мог и штукатурить. Ну, то есть много чего научился. Ну, вот это, наверное, усидчивость вам помогла в этом деле? Там же тоже нужно работать. А я вам скажу, там работать надо. Физически вы имеете в виду? Ну да, это... сейчас скажу, мы с сыном своим, ему 15 лет было. Мы полдома вдвоем, потому что, во-первых, эта финансовая часть была сложная. Потом вроде бы легче стало. Он мне помогал, я поднимал, ну то есть физическая часть. И можно сказать, мы чуть не надорвались на этом деле. Очень сложно, очень сложно. Я не хочу возвращаться к таким делам больше. А жил под этим самым, как шалаш, прозрачная пленка. Если идет дождь, а я сижу там на топчане внутри под этой пленкой, идет дождь. Я как в Узбекистане в чайхане вот так ноги сложил, передо мной картина, и я писал именно для какой-то музея должна была быть выставка, я писал и строил. И назвал картину «Марина 222». Почему? Потому что у меня участок был, так и назывался, Марина, участок номер 222. И вот он сейчас в художественном музее. У нас 227 участок. Ну, Да, тоже да. похоже. И вот эта картина у меня сейчас в художественном музее. А эти картины вы не считаете лучшими картинами своими? А дело в том, что периоды, они разные. Вот Исмет Заатов, в свое время я ему подарил, это был, сейчас скажу, 90-й год, когда мы, крымские татары, художники, сделали впервые в Крыму выставку здесь. Ну, может, слышали такое. Это считался всесоюзная выставка. Вот. И я ему подарил где-то 50 на 50 картину. И как-то я побывал в гостях, я увидел эту работу, спрашиваю, Исмет, это чья работа? Он на меня, это же твоя работа. О, я говорю, Исмет, я не ожидал, что так писал, потому что это небо и земля, это абсолютно разные вещи. И удивился и думаю, Исмет, я сегодня так не смогу написать. То есть там было, ну, А там уровень другая, там была более экспрессия, ну, потому что молодой и был более экспрессивный, да? И в картинах это ощущалось. То есть какое-то такое движение, больше эмоций, чем деталей? эмоций. Вот если в последнее время я больше стал к деталям отдаваться, да, то есть более спокойно, умиротворенные картины, это, видимо, идет такая, знаете, внутренняя борьба,
что ты становишься, то есть подключается, наверное, где-то ум и чувства. Чувства, они более такие правдивые, да? А ум начинает мешать чувствам ему создать истинную, чистую работу. То есть почему ребенок делает очень прекрасные вещи, а он чувствами все это делает. Он не понимает, что делает, но он вкладывает то, что он понимает, что это краска. Вот такой цвет был бы хорошо. Вот, понимаете, это и есть чувство. А когда ты профессионал, и ты уже становишься, то есть измеряешь моменты, здесь же неправильно, а вот должно быть вот здесь так. Это мешает очень сильно. Несерьезно. Пикассо, знаете, да, Пикассо? Не слышали, да? Да. Вот он обалденный рисовальщик. 15 лет написал идеальную работу в академическом плане. А потом он вернулся к тому, что как ребенок. Расслабился настолько, что просто как рука движется, так он и делает. То есть это должно быть очень легко, непринужденно, без всяких каких-то скованностей. Если есть скованность, это отражается на работе. Работа становится очень тяжелая, замученная. И человек это чувствует, что это какая-то болезненная работа. Ну так получается, что это может мешать. Ну, то есть человек, который только пришел в эту профессию, он, получается, может делать очень сильные работы, не находясь под грузом мастерства. Но нет, не может, потому что он же всю жизнь ребенком не остается. Он все-таки взрослеет и понимает, что это, что есть что, и думает, что вот, например, вот такая профессия, или там архитектор, или там, я не знаю, что он выбрал. И он осознанно идет туда. А вот то, что он в детстве, вы же заметили, все дети рисуют. Но не все все-таки. Ну, в основном, они любят. Может, краски не дают им, поэтому. А так они очень любят. Очень любят рисовать. И вот я сколько знаю, я сам преподаю в художественной школе. И им очень нравится. Но потом это уже все, они уходят в другое место. А есть такие, которых вы видите Да, и есть говорите, что надо? Да, но это уже как, наверное, Всевышний дает какой-то дар, а этот дар, это уже все. Он попадается в этот самый, это талант. То есть ребенок, он без этого жить не может. Это будет его призвание. Он будет талантливым, хорошим художником. Если я вспоминаю, как это у меня выходило, то я абсолютно, вот если сегодня современное время, да, чуть-чуть мы информацию получаем больше, чем, скажем, то есть дети получают больше информации, что было 50 лет тому назад или Да, даже это больше. понятно. То есть мы минимум получали информацию, и, скажем, я даже не знаю, картины, музеи понятия не имел, где, кто, какие художники, просто понятия не имел. Просто почему-то я рисовать хотел, понимаете? Просто. Ну, как и все дети. Ну, в конце концов, она во мне проявилась настолько мощно, что, ну, не знаю, вот отец, мать, у меня не было, и в поколениях не было таких людей, вообще людей искусства. А кто были ваши? Ну, отец, он же депортированный. Сначала он занимался виноград, выращивал. Я в основном детство прошло среди виноградов. Потом он стал виноделом, то есть он известный винодел. Отец, говорю, мать, она домохозяйка. Все.
И отец не приветствовал, что я должен ехать в Ташкент поступать. А он говорит, это, говорит, не профессия. Вот ремесло же есть, вино делать. Да, он так и сказал, вот я же занимаюсь, вот это работа. Надо землей заниматься, потому что земля кормит человека. А ты куда-то идешь. Это зачем тебе это надо? Это не профессия. Ну, они думали, что это баловство. Понимаете? Ну и до сих пор многие так думают. А было принятие у отца, что это профессия все-таки? М? Принятие было у отца, что это все-таки профессия? Ну, я любил его профессию, помогал. Помню, я постоянно с ним рядом находился, помогал ему, вот связано с виноградом. Потом, помню, и вино я делал, помогал ему. Это когда кустарный способ было. А потом это он профессионалом стал, виноделом. Вот. А так, что, ну, я бежал рисовать все-таки. А нельзя было и тем заниматься? Ну, так и получалось, в принципе. Я и тем занимался. Но это принужденная была работа. Потому что я старший сын, я ему помогал. Он просил, чтобы я помогал, я ему помогал. Возить, тащить, что-то делать. Но это для меня было, ну, как сказать, хотелось куда-то убежать, но помогать же надо. Но это было чуть-чуть, я как бы сам себя насиловал. Ну, понятно. Да. А здесь нет. Здесь я радость получил. Отец у вас был общительным человеком? Очень. Он, во-первых, очень хороший человек во всех отношениях. Но он был очень простым человеком. Вот, если по большому счету сказать, крестьянин. Понимаете? Человек, который стоит на земле, не летает. Да, я понимаю. Да. У нас есть выпуск на канале. Да. Вот. Поэтому и до сих пор есть такие люди, это я приветствую, это нормально, потому что каждый человек выбирает профессию, кто-то должен кормить нас, а мы духовно кормить должны. Правильно? Без этого нельзя. Я знаете почему спросил? Потому что, ну, отец у вас общительный, связи горизонтальные, знакомства, а вы человек Да. не такой общительный, как он. Ну, я общительный, когда Если я человек- с коллегами. Да, да, я понимаю. Если я еду куда-то к родственникам, они обычно говорят о своих проблемах. Вот там забор упал, там у машины колесо отлетело, и как его привинтить, ну, образом, да, они... И вот они сидят, хохочут над этим. Но для меня это неинтересно. Я сижу, ну, какую-нибудь фразу скажу или что-то такое. Все. Но когда коллеги, у нас очень хороший спор, там беседы, там, в общем, живое какое-то общение. И мы можем иногда чуть ли не до утра сидеть, о чем-то говорить. Вот как-то, я не знаю, чем это... Ну, все же люди выбирают под себя, с кем интересно, а с кем нет. Больше не мешайте, то есть сейчас получается у нас пенка должна сформироваться, у нас сейчас формируется пенка. Да. Ложку вытаскиваете и вот можете там ее вот в фильджан положить там как-то аккуратненько. Вода очень холодная и поэтому кофе аж пузырится. Вот так смотрите, вот сам кофе, он такой как взбитый, вспененный какой-то. Да, Так да, не да, должно да. быть, потому что вода холодная. Ну вот, и когда пенка пошла, опять начинаешь мешать. Когда пенка, смотрите, он начинает подниматься потихонечку, да? Да. Вот важный момент, эту пенку немножко перемешать сверху, не погружаясь внутрь, чтобы ее однородно сделать. Чтобы комочек убрать, знаете, когда бывает так вот, в гостях приходишь, наливают, и там бум, комок упал. Потому что люди, даже не мешая кофе, просто вот
засыпают кофе, заливают воду и не мешают. Ставят на Мгм. огонь, то есть не делают однородную массу. Так. Потом, когда кофе варится, образуется такой комок, он может просто комком упасть. То Да, есть и она не вы не да- раскрываете потенциал не кофе, всё кофе, понимаете? Он да. не проваривается. Это как мясо укусило, а внутри красное, понимаете? Вот, поэтому вот размешали равномерно, все, процесс идет, варка идет, следим как бы за кофе и Хорошо. смотрим. Вот скажите про кофе немножко. Вы знаете, я понимаю, что вот художники, они работают много, то есть такая есть длительный процесс. Я, конечно, извиняюсь, скажу, что мы тоже немножко художники в плане того, что вот мы когда садимся за фильм, да, я могу там 6 часов просидеть за фильмом, Ну да. не вставая. То есть для многих людей это какой-то нонсенс вообще. То есть как можно не встать? А можно, ты когда увлечен, то есть процессом. И вот в этом процессе есть условное такое потребление кофе. Вот вы Так. к кофе как относитесь? Как к стимулятору, как к напитку, как к Я, ритуалу? я сейчас честно скажу, ну, кто-то пьет его так, каждый час, например, да, чашку кофе. Я знаю, такие люди есть. Я вот, честно, чуть-чуть не понимаю. То есть он для меня ничего не создает. Мгм. Ну, типа, чтобы взбодрил или Да. там наоборот, я не знаю. Я его пью, потому что мне приятно его пить. Мгм. Просто приятно. То есть Да. я от него не получаю вот это. Встал, как мне сейчас хорошо. Вот что-то такое. Или, допустим, у вас идет увядание какое-то эмоциональное, Или вы выпили наоборот, кофе, да. взбодрились. То есть Да. такого Вот нет. бывает, там говорят, что ты так это, голова такая. Вот если я бы сейчас кофе выпил, все было бы хорошо. Я-то что-то не понимаю. Это А что- вы Да. Вот. Я выпил, мне просто приятно было его пить, а дальше там как было, вот у меня все здесь, так и есть, так и осталось. Мгм. Вот как-то так. Но я сейчас тем более сильно не увлекаюсь. Если я в день 2 чашки пью, это нормально. А Утром почему тем обязательно. более? М? Почему тем более? Ну, возраст уже не тот у меня, я немножко себя, а как я сказал, тем более сказал? Ну да, сейчас тем более. То есть я А щас понимаю тем- контекст, просто уточняю. А, ну вот я, например, утром выпил обязательно. Утром я только кофе пью, чашку вот, больше, вот такую Мгм. чашку. Вот. И если там вот в данный момент, например, я выпил, а больше уже все. То есть бывает так, что я утром выпил, и на этом все заканчивается. Мгм. В общем, как так. А вот вы про возраст говорите, вы его чувствуете? Ну, в последнее время начал чувствовать. А Там, как вы его чувствуете? ну, уже 75 лет, и поэтому вот что-то там не так, что-то там не так. То Чисто есть, по ощущениям. да, какие-то нюансы маленькие. А ментально вот вы. Вот А сейчас так нет. ложечку возьмите. Да, а так, чтобы энергии еще полно, Он уже поднимается. Все, сейчас нужно поднимайте. Сейчас нужно будет поднимать, да. мешать или Не, что? уже не мешайте. Сейчас он начнет подниматься, просто снимайте его и все. А, все уже готово, да? Да, он уже, Всё, я по сути понял. готов. Он, знаете, есть такое еще мнение, что когда поднялся кофе, люди убирают его с плиты, потом обратно возвращают. Так. То есть это как бы тоже считается ошибкой. Неправильно, Так, да? всё, Вот так. убирайте. Оп. Вот, отлично. Самый Ну, вы раз как было. профессионал сейчас сделали. Да? Да, я немножко переживал, потому что... Сейчас если бы- видишь? Да. Так, я сейчас газ включу. Да. Э, Ну, и- получилось, значит. Да, конечно получилось. Пенка красивая. Чуть-чуть плотность пены зависит от количества, конечно, кофе, потому что... Да. когда- А сколько вот на это ложек кофе? Ну, надо? я 4 положил. А вы Чай- знаете... чайных, да? Да, ну, кофейные ложки. У нас же хаши. Ну, вот это. Да. Но длина ложки, видите? Да. Вы, кстати, такой Так, нюанс. это выключено. Она Или- выключена. Просто Так. горячая она. Ага. Да, разливайте. Есть такой нюанс, что у крымских татар же есть хаши, Да. а больше же ни у кого нету кофейной ложки. То есть это говорит о том, что у нас очень древняя, очень старая культура потребления кофе. А длина ручки это потому, что
Ну, джезве, чтобы мешать. Ну, огонь же, понимаете, то Да, есть, чтобы там чтобы, руки не обжигать. Чисто такой утилитарный этот. О, как раз 3 штуки. Смотрите, вы сварили очень красивый кофе. И здесь, видите, момент, смотрите, даже видно вот по пенке, где больше пенки, где меньше пенки. Вот на самом деле распределение пенки это просто вопрос опыта. Здесь немножко больше, здесь Ну, это чуть меньше. первый, поэтому самый верхний. Ну, Рамазана, классно сварили кофе, сейчас будем Ну, пробовать. это какой кофе вообще? Это кофе Хрымхавеса, это наши друзья, ну, вы знаете, наверное, Дживаль бренд Да. Хрымхавеса. Вот Ну, это... это для, да? Да. Уганда, Эфиопия. Нам очень понравился седьмой купаж, вот мы его пьем. Это она, упаковывает она? Это они полностью обжаривают, Да, закупают я зерно. был то есть- же как-то, я был в этом году, да. Там же они хотят сделать на втором, где крепость, на втором этаже анимацию. По-моему, они уже вот на финальных каких-то этапах. Ну вот, я же как бы к этому тоже причастен. Моя работа там будет двигаться. Класс. Вот, и Интересно. Мы вот для Вообще себя даже не нашли, представляю, как это будет. мы для себя нашли этот бренд, этот кофе, и варим его, в принципе, пьем с удовольствием. да. Я не знаю, А как... Мне нравится вот этот рассказ, который они здесь. Они здесь пишут, что вот Крым исторически славился своей кофейной культурой. Караваны, следовавшие по Великому Шелковому пути, поставляли кофе на полуостров еще в 7-8 веках. Тогда появились первые кофейни в Крыму. Мы об этом говорили в кофейне, когда в Дерлишеве. И приходили люди, ну, приезжали уже со всей России, и они не верили. Да. Что какой-то Ну, 7-8 век, скажем так, это смело. Я думаю, что это век 11, но это тоже смело, кстати. Потому что наши друзья говорят, что он у нас чуть ли не в 20 веке появился, что полная чушь вообще. Как может из, кофе? из Турции пришел. Ну, давай для... Все, пьем кофе, да. А если картина лежит у художника, она все-таки недооцененная, как мне кажется, раз ее никто не купил. А почему, когда появляется человек, который говорит, я хочу ее купить, вы говорите, нет, я тебе ее не продам? Вот в чем в этом Ну, что за игра есть, это? Есть. Просто есть художники, они создают для себя какую-то коллекцию сами своих работ. Есть категория художников, хотя я тоже, есть вещи, которые я их тоже не продаю. Это, знаете, как идол, что ли, что-то такое, ты поклоняешься, или я даже, может, очень высоко говорю, но эта картина очень напоминает что-то. Да, я понимаю. Вот. И То есть она ценность. потом ты хочешь понять, что ты писал там 10 лет там назад, и что ты сейчас делаешь. То есть сравнения какие-то. Вот. И они должны вот быть у тебя, ну, хотя бы работ 10. Чтобы они самые-самые те, которые ты считаешь, что это такое я сделал, ну, если даже я смог бы повторить, я бы не смог. Это разные вещи, потому что вот я иногда просит какой-то человек написать работу, которую я писал 20 лет там назад. Ну, он увидел фотографии. И я говорю, я писал тогда, у меня настроение было другое. У меня вообще манера чуть-чуть другое было. И невозможно тот цвет сделать то, который ты писал тогда. И приходится делать эту работу, но это будет абсолютно... Вроде бы в общем он похож, но состояние будет другое совсем. И поэтому художник, любой художник, если он себя ценит, он для себя свою коллекцию создает. Но это искренняя эмоция. Искренне, конечно. Вот
я же как-то говорил, у меня одна работа хорошая. Мне просто вспомнил, когда-то был дед, я был совсем еще юным, лет, может, 14. Это в Самарканде, и дед, ему 90 лет, он очень красивый на лицо такой человек, очень красивый, розовые щеки, очень огромных размеров. Он всегда, я помню, угощал нас зимой виноградом, потому что виноград он вешал на эти, в комнате, на такие самые, и он вот так вот зимой яблоки, груши, и вот угощал детей вот так вот. Вот это я помню. И потом я по воспоминанию написал одну работу. И она очень для меня ценная была, я его не продавал. Но Айдер Халилов меня уговорил, и все-таки он говорит, я же далеко не уезжаю, я же здесь в Крыму. Это где дедушка работа? Какая А? работа? Про какую работу вы говорите? Мой дед называется. Ну да, она у него. У него, Да, да. Вот он же забрал ее. Вот, Это интересная работа. да. Ну, вот один из... Но это не самое худшее место для хранения, скажем так, работы. Нет, я в том-то и дело. Я всегда считаю, во-первых, как вы до этого говорили, что вам не жалко, куда попадет работа, да? Вот один из примеров. Художник вообще гордится, когда работа хранятся в музеях государственных. Музей, мне кажется, это вообще высшее. Да. И потом вот таких коллекционеров, вот как Айдер Халилов, да? Потому что они, я знаю, что это в будущем будет большой музей Айдера. И я очень рад, что вот не куда-нибудь за рубеж уехала работа, а это рядом все. Я в любое время могу пойти посмотреть. Ну и другие могут посмотреть, тоже Ну, важно. это да, я про себя. Да. У нас все-таки образ жизни в Крымстатаре не очень устойчивый, да? Ну, мы вроде все хорошо, но на самом деле как-то вот мы в вечных поисках. Даже мы такое ощущение, что мы днем с лампой идем, что-то ищем. Может, безопасности не хватает? Ну, не знаю, вот образ вот это и именно оттуда. Дом тоже неустойчивый, понимаете? Да. А почему это осел или лошадь в доме? Это, Из окна выглядит. ну, то есть, вот это животное, которое выглядывает, это как бы говорится, что мы как бы на земле живем, что даже я помню, отец, мать рассказывали, животные в свое время тоже с людьми вместе жили. Между прочим, почему это делали? Они грели комнату. Ну да, это практика просто. Да. Это как подсознательный образ, который я даже глубоко не задумывался, почему это животное выглядывает с окна. Мне кажется, сложно яркостью цветов определить какую-то, ну, такую тяжелую тему. Там, Ну, это натура художника. да? Да. Вы все-таки больше позитивный человек в этом плане? Ну, я этого не замечаю в себе, может быть, это... А картина всегда выявляет лицо самого художника. Какой он есть на самом деле, то это как бы выдает работа, картина выдает образ самого натуры художника, внутренний мир этого художника. То есть обмануть нельзя, да? Нет, нельзя, потому что я как бы не пытался, взял бы черную краску с белила, оно бы получилось абсолютно, как говорится, позитивно. Вещь. Это не имеет значения, какая краска там. Ну, по крайней мере, я говорю то, что вы думаете. Ну, есть работы, которые тяжело смотреть, правильно? Да. Они давят на человека. Тяжело. Особенно если это будет дома висеть, это будет
Я это не специально делал, это оно само получается. А как эта картина называется? Караван. «Караван». Мгм. Необычный красный цвет. Вот. Ну, это вот образ пустыни. Красное должно подчиняться, то есть другие цвета красному подчиняться. Иначе это очень опасно, как говорится. Она просто рвет, а добиться того, чтобы она вот сочеталась с другими соотношениями другими. Ну, работала, да. Да, очень. Ну, то есть для этого надо подбирать другие цвета такие. Вот. Вы сами себя писали? Это да, я на этюды иду. Да. А почему вы один все время на таких? Ну, потому что художники идут на этюды сами. Каждый выбирает себе место. И один, да? То есть Один, ну, сначала кто-то, 2-3 человека идут. Но, понимаете, вот когда пишешь несколько людей, это получается, ну, не хватает романтики, что-то такое. Через одного человека можно создать одно какое-то единое состояние природы с человеком. А когда толпа, такое ощущение, что они идут, пиво пьют там, что-то такое. Анекдоты рассказывают. А вот он один, он с природой связался, и какая-то романтика есть, правильно? ощущение целостности, да, Да, получается? да, да. Вот представь себе, сейчас 3-4 человека там будет идти. Получится немного. Техника работы с красками, нанесение, вот это всего, она изменилась у вас вот, там, за последний какой-то период? Или вы Да, меняется. меняется, и сейчас меняется? Но я не замечаю, это же этап такой незаметный. Она появляется, то есть известно становится, когда проходит время и разница. А, вы видите вот на Да, двух это работах. вот очень сильно заметно. Там колорит другой какой-то, и стиль, манера другая. Новые сюжеты у вас появились? Вот, если, допустим, смотреть колесница образ, женщина образ, да, там бык. Да. Появились ли у вас новые образы? Вы думаете над этим? Ну, какие образы? Ну, я как бы и люблю пейзажи писать. Ну, там можно, да? Да, 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 конечно. Приблизительно такие, сейчас покажу. Вместо тысячи Ну, слов, вот да? такое, например, да, вот что, Ага. ну, это был в Судаке, я писал. Сейчас. Это в Севастополе такой дворик. Вот такие пейзажи. Вот эти два человека точно идут пиво пьют. Да, вот здесь уже надо несколько людей, потому что вот это состояние, она этого требует. Понимаете? Даже этого мало. Надо было здесь кого-то еще что-то. Картина сидеть. называется «Погода шепчет», да? Да, Ну, вообще интересно, да. да, еще что. Ну вот это старая работа. Это судакский. Торчал. Пейзаж узнаваемый, да? Да. Такой коктебельный, пустынный. Это я писал тоже давно. А что там за полосы? Там три красные бордовые полосы вот, Где вертикальные. А вот выше А чая. это там завязывают лодки, вот такие трубы ржавые. Я думаю, Нет, нет. Это Ласпи. Это мы были в Ласпи. И вот. А это Судак. Это Сервера, знаете, там нет? У В него, Судаке? да, Измир отель. Это вот с его отеля вид на... на море. Да, мы там жили у него. В общем, это судакские дела. Ну, вот из таких самых. Я показывал работу там, где
Рустема Дервишева. То, что кофейну вашу я писал. Покажите. Мы, Сейчас я... если она где-то рядом. Здесь где-то сейчас ее... покупательница. Увидела, как я на стул поднимаюсь с картины. Потом смотрю, приходит, говорит, я вам подарок принесла. Вот это принесла. А. А он, кстати, выбивается у вас из пространства. Вот это? Да, это конструкция. Да. Ну, удобно. Ну, конечно, но это же не просто так придумано. Да. Сейчас я достану. Вот здесь где-то он. А вы знаете, да, что где лежит? Ну, по рамам знаю. Она... Оп. Сейчас. А вот он. Оп. Это я как-то писал год там назад, кажется. Дом Бахчисарай. А вот на эту сторону. Можете? Да. Узнаешь? Я не, ну, я, конечно, я этот переулок узнаю даже, Да. но я эту работу не видел, по-моему. Да, это в прошлом году писал. Ничего, интересная работа. Да. Но у вас здесь такое массивное вы в перспективе увеличили вот эту вот слева конструкцию В пространства. смысле, забор вот. За счет Ну, людей, я там, да. За счет людей там кажется, уже что там. композиции начал. Да, делать. да. Ну, за счет людей кажется, что здесь огромная 3-метровая стена. Да. Но здесь как бы не стена толщина, а поворот туда еще Да, забор идет, как бы, да? Из камней выложено. Ну, здесь я стал А придумывать. музей классно, вообще, ну, очень интересно. Да. Я даже эту жару почувствовал, вот это вот. А? Жару почувствовал. Ну, тень, судя по тени, конечно, это получается не прям пик жары, но... Ну, там солнце Бахчисарай идет вот именно с левой стороны, постоянно. Ну, да, Заметили, да? конечно, мы же там Да. живем. Там вот нет такого, чтобы оттуда пошел. Нет, сюда нет, нет, ушел. такого нет. И она вот идет восток отсюда и туда на запад пошел. Да. Но она заходит вот, Да. где дом, туда, за дом Да, заходит. только единственное, тень будет меняться. Вот мы где-то в 11 приехали. Вот это 11, я хотел Да, сказать, что это 11. Да, вот так, в 11 приехали, но тень начал сюда уходить. И вот здесь больше света появился. Ну, солнце же туда Ну, да, идет. да. Ну, как начал, так и продолжил. Ну, стариков я придумал, конечно. Ну, естественно. Да. Да и женщин там таких не встретишь, но... Да. Ну, это уже образы наши татарские. И старики аксакалы в белых рубашках. Ну, классный образ. Вот стариков вообще суперский. Да. Эта деталь, как будто бы, знаете, она, ну, очень не хватает этой детали. Но она именно под архитектуру такую, знаете. Здесь уже современных людей, оно как бы, ну, туристы, а жизнь была же в Бахчисарае другая. Вот последний вопрос хочу у вас спросить, Рамазан. Ну, последний сегодня. Надеюсь, что мы с вами еще будем разговаривать. Ну, вот в интернете встречаю такую немножко негативную эмоцию, когда люди, ну, судя по всему, не очень там далекие, спрашивают: вот Рамазан Усинов — это крымско-татарский художник? Вы на этот Это вопрос... вам вопрос? Вообще, я вот в интернете, я в комментариях иногда вижу, что вот мы вот спросили, а он как бы не отвечает. Он что за художник? Вообще-то я не видел, может, не видел. Ну, вы сами как? Вы Ну, можете? я вообще художник. А все равно же мои работы такие, какие-то этнические, да? Мгм. Они не, скажем, там повседневно то, что вот сам. Все-таки здесь чувствуется какой-то народ, вот, например, в данном случае крымско-татарский народ. Она присутствует в любых работах. Ну, то есть какой-то есть дух, понимаете? Не обязательно в изображениях, а вот в состоянии. Мгм. И, естественно, чувствую. Все-таки я отличаюсь от
русскоязычных художников. Как люди получают, ну, художники, как получают мировую известность? Вам известен этот путь, как это все А работает? этот путь никто не знает, она идет сама по себе, то есть по образу твоего таланта. Как она определилась, ее, если ты востребованный, то ты кому-то нужен и начинают интересоваться тобой, там еще что такое. Предложения, постоянно какие-то предложения. Ну, это самотек или это Само пиар-компания? идет. То есть это вот по, я же говорю, вот если художник, он интересен во всех отношениях, то это как это назвать, самотек или что это? Это уже естественно, мне кажется. То есть, что заслужил человек, то и получает. А так, вот как ты можешь навязывать свое, если ты не дошел до какого-то момента? Что Ну, если не соответствуешь, да? не соответствует, да. Но есть люди, которые умеют навязаться, а потом, естественно, таким же образом отвязаться. Ну, тогда уже я закончу традиционным вопросом. А вот черный квадрат — это искусство или нет? Да, это, скорее всего, это какая-то для искусства находка, в каком смысле, что и так может быть. Что это очень большая рекламная акция, которая, во-первых, это выгодно, это и деньги, это и, представляете, люди едут со всего мира посмотреть на этот черный квадрат. И когда что-то очень сильно афишируется, оно всегда востребовано. Ну, почему? И никто не может понять, именно почему черный квадрат. А я, насколько, это мое личное мнение, насколько этот черный квадрат появился, просто я насколько понял, что он мучился, писал какую-то работу сначала, а потом, видимо, ну, бывает так, что работа достает и не получается. И он просто ее замазал черным цветом и решил его оставить вот так и назвал его черный квадрат. То есть искусство типа закончилось искусство. Ну, сам по себе художник там не сильно выдающийся был. Нет, Малевич почему? Он, Ну, я смотрел про него в документальный фильм, когда да, там рассказывали. ну, про это. Малевич это в России, да, один из самых известных, там на Западе он тоже известный, не так, конечно, как, например, Пикассо или там Модельяне, но Малевич он известный. Вот, например, Шагал, Марк Шагал, он же уехал, он с Беларуси, Витебска, уехал туда, в Париж. Если бы он остался бы здесь, навряд ли бы он был бы Это Шагал. да. Это Понимаете, это в какое русло попадает в это время художник. Марк Радко такой, может, слышали, такой художник, который тоже уехал в Париж, Сюткин. А если бы вы в Париж уехали бы? Но, знаете... Вы думали об этом? Не знаю. Это судьба. Судьба. Я просто потом скажу. Вот. И я ни о чем не жалею, что есть, то есть.